Всем привет, наши дорогие зрители, и это снова дневники Народной лиги. В течение всего 2023 года воспитанники из детских домов и школ-интернатов из разных регионов страны тренировались и готовились к главному матчу по баскетболу за Кубок Надежды. Давайте вспомним, как это было. С угла начинаем, пацаны, с угла. Введение левой рукой на фишку. Перевод сюда, на эту фишку. Перевод. Дистанцию. Flyweight champion of the world! Flyweight champion of the world. Hey girl. Take it to the back of the club, that fucker don't take this the wrong way. I've been picking that ass, and if you give it my chance, I ain't gon' play. I really wanna get to know you, that's what I told you, girl, you know I don't play. I wanna put it in your mouth, girl, you better do what the song say. Just throw it on me. Just throw it on me. Just throw it on me. Put that hand before you throw it on me. Just throw it on me. Just throw it on me. Just throw it on me. Put that hand before you throw it on me. Упорные тренировки, волнение участников и главная цель – Кубок Надежды. Наши дети дошли до финишной прямой, и все участники приехали в город Алматы. Вот так состоялось торжественное открытие чемпионата, где с поздравительным словом выступила заместитель председателя правления Халыкбанка Вурас Ольга Владимировна. Добрый день, ребята! Добрый день, все участники замечательного проекта «Кубок Надежды». В этом году в рамках столетия банка мы возобновили этот замечательный проект, который имеет длинную историю. Мы начинали его в 2005 году, но на период пандемии вынуждены были остановить. В целом, это, наверное, такой самый лучший, по моему мнению, такой проект, который дает возможность тренироваться, дает возможность вам получать удовольствие от игры в баскетбол, и для нас действительно он очень важен. Сегодня у вас будет прекрасная возможность продемонстрировать все ваши свои навыки, все свое мастерство, и мне хочется, чтобы вы искренне получили удовольствие от своей игры, и у вас все получилось. Я желаю честной игры, честной, справедливого судейства, и пусть победит сильнейший. Также хочу высказать огромную
Федерации баскетбола за поддержку данного проекта и, конечно, замечательному спортивному комплексу «Чемпион», который сегодня предоставил возможность и в последующие дни турнира будет принимать наш проект. Всем успехов, удачи, пусть победит сильнейший! Прозвучал гимн страны, а значит, дан старт главному чемпионату этого года. Ну что ж, пожелаем удачи участникам. Это дневники проекта «Народная лига». В течение нескольких дней здесь, в спорткомплексе «Чемпион», кипят страсти. Непредсказуемые матчи, мастерство наших маленьких участников, переживания тренеров. Вот такая тут атмосфера. Сегодня заключительный день, и мы узнаем, кто же станет обладателем Кубка Надежды 2023 года. Сейчас как раз проходят финальные игры. За первое место среди девочек борются команды из Рудного и Акколя, а среди мальчиков – Шымкента и Акколя. Получить мяч, понимаете? Вот, теперь здесь то же самое, только теперь наоборот, этот поставить заслон, чтобы этот игрок сюда убежал. И у нас получается вот этот игрок будет делать денег, и даст этому игроку пас, либо сам проведет. Забивайте, пацаны. Эдик, молодец, только не упускай его. Вы постоянно меняетесь под тебя. Я чуть-чуть должен рядом с ним бежать. Нагоняй его, понял? Давай, давай, давай! Ты готов? Слышали меня? Точно? Точно, точно? Ничего страшного, мой хороший. Нет, там меня держит, я не могу, меня вот так. Проси заслон. Проси заслон. Без заслона не справитесь. Ребят, играем? Да! Идите кидайте, тренируйтесь туда. Страхуй постоянно тревоги и помогай. Видишь, вот эти логичные людей. Обыграл их сразу здесь, видишь? Он тебе хорошую скидку дал, ты почему не ждал? Они сейчас все на него выходят. Значит, через 3 передачи, вот ты скинул, спокойненько забей. Понятно? Давай, 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 давай. Шимке! Шим!
что ж, финальный свисток, и мы приступаем к церемонии награждения. Уважаемые коллеги, участники, в первую очередь хочу поблагодарить вас всех за то, что вы приняли участие в этой игре, за вашу игру, тренеров, за ваш труд, нелегкий труд, за то, что за такой короткий срок вы смогли очень многое сделать. Игры были хорошие, дети бились, в спортивном смысле этого слова. Хочу всем вам поздравить с завершением, всех вас поздравить с завершением и пожелать вам успехов, всего хорошего. Надеюсь, в следующем году мы снова с вами увидимся. Ребята, всем привет! Уважаемые коллеги, большое спасибо, что вы приняли участие в нашем проекте «Народная лига», который мы на самом деле, это один из таких любимых проектов нашего руководства. Я считаю, что и зал, и атмосфера, и сам проект на 100%. Согласны? Поздравляю, ребята! Дорогие наши дети, я тоже хочу поздравить вас с успешным завершением нашего турнира. И хочу вам сказать большое спасибо за красивую игру, за любовь к спорту, за то, что вы нам показали, каким нужно быть сильным и хорошим спортсменом. Вот. И, конечно, хочу пожелать вам новых побед, больших достижений и удачи. Спасибо всем организаторам. Лучшими MVP среди мальчиков стали Тагир Шукаров из Павлодара, Эдуард Кляцкий из Петропавловска, Богдан Кириченко из Шымкента, Даниил Войтенко из Усть-Каменогорска, Алдиар Биль из Акколя. Лучшими игроками среди девочек стали Вероника Лебедева из Кызылорды, Малика Ташбаева из Шымкента, Екатерина Лященко из Экибастуза, Александра Спиридова из Рудного, Надежда Реслер из Акколя. Ну вот и самый волнительный момент. Какие команды стали лучшими в этом году? Третье место среди девочек занимает команда из Шымкента. Наши поздравления! Третье место среди мальчиков занимает команда из Туркестанской области – Барекельда.
Второе место среди девочек и также второе место среди мальчиков забирает команды из Акколя. Браво, Акколь! С 2 кубками домой! Кубок надежды для девочек достается команде из города Рудный. Наши самые искренние поздравления! Кубок надежды для мальчиков уезжает в Шымкент. Браво, Шымкент! Очень волнительно, мы переживали, но было очень интересно, волновались, но были в восторге от того, что получили 1 место. Наши мальчики столько лет занимали 3, 4, 5 места, а в этом году вместе с нами, приехав в 2023 год, мы заняли 1 место. Да, получается, без девчонок они бы не выиграли. Это все в вывесе. Нет, наши мальчики лучшие, они лучшие игроки во всем. Мы очень гордимся ими, они наши любимые игроки. Спасибо большое Халыкбанку и Федерации за такое прекрасное мероприятие. Огромное спасибо. Әділетті, барлығы честно, қызықты өтті. 7-ші орын алдық, өкінішке орай. Я, если честно, кайфанул. Турнир вышел клевый. Организация мне понравилась. То, что они были все в единой форме, там одни кроссовки, одни рюкзаки, одни худи, то есть это все вышло клево. Сами игры. На самом деле, некоторые команды меня прям удивили. Некоторых игроков я подметил сам и советую обратить на них внимание. И несколько игр были прям очень близкие, которые решились в концовке. Здесь весь зал орал. Я там не мог даже свой видос записать, потому что очень громко было. Вообще вышло все супер. С детьми пообщался, детки довольны. Организация огромное спасибо, спонсорам огромный рахмет. И все супер, что так получилось. И встретимся в следующем году. Ну что ж, на этом наша серия дневников Народной Лиги подходит к концу. Спасибо вам, наши любимые зрители, что все это время были с нами и искренне болели за наших участников. Командам же мы пожелаем не расстраиваться, ведь здесь вы обрели новых друзей, научились еще круче играть в баскетбол и, главное, стали еще сильнее, выше и быстрее. Увидимся в следующем году.